нужно еще сделать? Пристегнуться. Молодцы. Или сидеть в детском сиденье. Да, правильно. А родители ваши пристегиваются? Да. Несмотря на свой юный возраст, второклассники уже знают правила дорожного движения. Ислама Аздоева, к примеру, больше всего заинтересовала польза светоотражателей, о значимости которых он теперь знает немало. Отражатели нужны ночью на дороге. Если тебя водитель не заметил, то отражатели отражают свет, чтобы тебя водитель увидел, избавил скорость. Инициаторы такого урока ПДД – Комитет по делам молодежи совместно с инспекторами ГИБДД, которые охотно рассказывают детям о правилах дорожного движения. Дети, конечно, правила дорожного движения знают и владеют навыками, но все равно это дети, они остаются быть детьми, и в любой разной ситуации они могут повести себя по-разному. Поэтому полностью доверять, конечно, детскому сознанию нельзя, и водителям, и окружающим нужно быть более внимательным к ним, потому что ребенок может иногда среагировать по-разному. Может проезжую часть перейти там, где ему удобно, или же может перебежать дорогу. Как оказалось, тема безопасности дорожного движения школьников явно волнует. Хадия Мархаджиева, к примеру, сегодня узнала, что такое светофор и зачем он нужен. Красный нужно остановиться, зеленый нужно ехать, желтый надо приготовиться. Если мы не будем знать правила дорожного движения, то у нас случится авария или нас сбьет машина. Урок ПДД продолжился уже на улице. Школьники призвали водителей не нарушать правила и раздали им информационные буклеты. Такие мероприятия сотрудники молодежи часто проводят в разных школах республики. Они объясняют детям, как и при каких условиях надо переходить дорогу. Также сегодня им были выданы значки, вот эти браслетики светоотражателей, для того, чтобы в темное время суток они были видны водителям, когда они переходят дорогу. Важно как можно чаще вовлекать школьников в такие акции, уверенный организатор. Это возможность уменьшить количество ДТП с участием детей. Хэди Бекбузарова, Рамзан Миржоев, Новости 24.